Гагауза можно только убедить. На всякую попытку насилия он найдет адекватный ответ. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Михайлова. Это «Диалог в студии». Программа открытых вопросов и ответов. Контактный телефон в Камрате 24960, электронный адрес gagauzradius@mail.ru. Речь сегодня о событиях более чем 30-летней давности. У нас в гостях Михаил Кавыржик, ветеран создания гагаузской автономии. Михаил Иванович, здравствуйте. Рада вас видеть. Здравствуйте. А вас знают жители Чедерлунги. Это ваш родной город. Да, конечно. А вас знают ваши коллеги. А вас знают те, кто с вами стоял у истоков создания Гагаузии. Михаил Кавыржик. Вас, наверное, редко показывают по телевидению, а вас мало известно широкой публике. Вы на самом деле столь скромный человек? Или расскажите о себе. Ну, Чедерлунга вообще скромная. Это характеризующая черта, да, всего города? Но когда наступает такой момент, что уже и скромничать нельзя, конечно, мы скромность отбрасываем в сторону и делаем то, что следует делать. То есть? Поэтому скромность хорошая черта до поры до времени. Что побудило в таком случае, Михаил Иванович, вас тогда, треть века назад, встать на защиту прав гагаузского народа? Считали ли вы тогда, что права гагаузов были нарушены? Конечно, конечно. Среди гагаузов по какой-то причине было намного меньше интеллигенции, чем среди русскоговорящих, то есть украинцев, поляков, проживающих на территории Молдовы, болгар и так далее, и так далее. То есть это больше славянские группы, да? Да, славянские группы. И да, гагаузы в чем-то были ущемлены. Но не это побудило гагаузов начать говорить о своей государственности. Вопрос зашел, что нас, как народ, не хотели вообще признавать. Пришлось доказывать нашим ученым, Марневич, Курогло и другие, пришлось доказывать, что мы народ. То есть мы доказали всему миру, что мы народ, тюркский православный народ. Михаил Иванович, скажите, это событие больше, чем 30 лет, я имею в виду сейчас конкретно провозглашение Гагаузской республики, это случилось 19 августа. Уже через 2 дня мы отметим 32-ю годовщину. Действительно, первый разговор о необходимости создания Гагаузии как государственного устройства, наверное, которое бы отстаивало свои права и интересы, разговор этот состоялся, ну, по мнению наших историков, в начале 80-х годов. Вот. Возможно, в силу возраста вы об этом тогда еще не слышали. Что называется, молодо зелено. Или нет, я не права? Нет, не совсем так. Служба в рядах советской армии, был сослуживец села Дизгинжа. Как-то мы разговорились, я тогда, там пару гагаузов с нами было, и я вот эту тематику немножко там развивал. И один мой товарищ, Капсамон Семен, он сказал: у нас в Камрате есть один бегает, там Минтанка, и на спине написано Халк-Калк. О ком речь шла? Я не знал, что это Добров. Он не говорил ни имени, ни фамилии, видимо, он сам не знал об этом. Я ему сказал: мы дебильнемся, это был где-то 83-й год. Я говорю: мы дебильнемся, ты меня должен хотя бы покажешь этого человека. Если сам не знаешь, покажешь, может, знаком, познакомишь. Он вас заинтересовал?
Да. Я имею в виду событие вот это вот, то, Да, что человек... вот человек, какой-то человек, ну, наверное, где-то у меня внутри, где-то в подсознании вот это сидело. Мгм. И то, что он сказал, это меня подтолкнуло. Ну, в принципе, так и случилось. Но с Леней мы познакомились в 88 году. Намного позже, по разным обстоятельствам. Его не было, его закрывали, гонения были. Человек перенес очень многое именно за гагаузов и за Гагаузию. За эту национальную идею, Да, можно сказать. он вообще генератор идей. Если кто его близко знает. Леонид Скажите, а как Федорович свела ваша судьба вот с судьбой Леонида Доброва? Именно этот вопрос самоопределения гагаузов? И в том числе. В том числе, но наше знакомство состоялось, это был огромнейший митинг в городе Чедерлунге летом 88 года в летнем театре. Ну, когда-то в Чедерлунге был летний театр в парке. Огромный зал под небом, вокруг деревьев. И там был очень мощный митинг. Такой. На тот момент я считаю, что это был очень мощный митинг. И Леня был там. Вот тогда мы познакомились с ним. Это был митинг в поддержку кого-то, чего-то? Это как раз вот это бурлило. Это Кишинев бурлил. Националисты начинали чемодан, вокзал, Россия. Вот это все. Ну и противовес этому. И тогда наше знакомство с Леонидом Федоровичем Добровым произошло. Он тогда такие вещи говорил. Это еще СССР. Ну да. Вот кто немножко знает СССР, помнит то время, ну, это был СССР. То есть силовые структуры работали капитально, отлично. Но суть не в этом. Суть в том, что вот никогда не забуду, он говорил, придет время, и Союз развалится. Я не мог это предположить. У меня в голове не укладывалось. Ну, нормального советского гражданина, который вырос в идеологии. То есть, хотя идеология неплохая была, я могу сказать. У меня это в голове не укладывалось. Я ему говорил, без войны этого не может быть. Ну как? Я не мог себе представить, как. То есть вы не считали, что вот переход к этому обязательно должен был произойти военным путем? На тот момент, да. Потому что КПСС сильная была, КГБ сильная, государство еще сильное было. 88 год. Государство еще сильное было. А почему вы не предусматривали какие-либо демократические пути в мире, в спокойствии? Видимо, по молодости. То я не мог себе представить другого пути развития. Ну, и когда вот это вот начало происходить, я вспомнил слова Леонида Федоровича. То есть, я не знаю, у этого человека информация была какая-то. И, хотя он аналитик неплохой. Он, конечно, и круг общения у него был другой, разный, чем у меня. И когда все это начало происходить, я начал соглашаться с Леонидом Федоровичем. Но по духу, вот мы чедерлунские ребята, там вот Милет, Саницы, по духу мы были как Леонид Федорович. Ни для кого не секрет. Он в Камрате не находил поддержки, как у нас в Чедерлунге, среди нас, молодых, тех ребят, которые... и все свои идеи он сначала с нами обсуждал. Я так полагаю, потому что он с новыми идеями приходил. Ну, в Камрате его недопонимали почему-то. Я не знаю почему, по какой причине.
Много ли было таких чедронских ребят, которые ну, прислушивались, понимали и разделяли точку зрения Леонида Доброва? Да, достаточно. На тот момент достаточно, я вам скажу, что и впоследствии эти ребята организовали молодежное движение «Миллет Саньцы». А кто организовал, я назову. Это 3 фамилии. Ну, кто-то пытается перетянуть одеяло на себя, но это Карас Степан Владимирович, Ковржик Степан Иванович и Димитров Иван Федорович. Вот эти 3 человека в городе Чедрлунге, они 3 друга, они одногодки, дружат с детства, и как-то в один день они меня пригласили, вот эти вот темы туда-сюда. Конечно, я уже был этим немножко заражен, еще с армии, когда мне Сёма сказал, что есть такой, который бегает халк-калк. И я тогда сразу примкнул к ним, и возле этих ребят мы начали собираться еще. То есть, ну, обычно люди как собираются? По интересам. Вот мы как раз собрались по тем интересам. Скажите, ребята Михаил все Иванович, были молодые. а вы кем работали? А на тот момент я тогда до того я работал на севере. Я приехал домой, женился, и я устроился на завод. Ну, тогда был огромный завод, это у нас в городе Чедрлунга, которая работала в 2 смены. Вот эти вот ваши побуждения, да, изменить мир, что называется, они не мешали вашей работе? Они не мешали отношениям в семье? Мне нет. Недопонимание жены, да. Она как раз родила моего сына, сын маленький, 89-й год. Это было, она в 88-м, она уже беременна была, в 89-м она родила. То есть, ну, сложности были. Но мы не пытались изменить мир. Мы пытались создать свое государство, потому что как тогда, так и сегодня я уверен, что гагаузам государство нужно. Для чего? Вот для чего вопрос. Во-первых, чтобы защитить вот этот малочисленный народ, я даже скажу, один из самых наилучших, наверное, на земле народов. Мы люди очень доброжелательные, мы гостеприимные, мы радостные, мы трудяги. То есть у нас есть все качества человека с большой буквы. Бог дал нам вот эти все качества. И поэтому, видимо, все это оттуда сверху шло, чтобы этот народ нас сохранить. И я еще один пример скажу, что Бог сохранил этот народ. Я скажу, каким образом. В 91 году, когда волонтеры сюда шли, окружили Гагаузию, конечно, каждый из нас, я уверен, тогда был готов умереть. То есть это без пафоса, без ничего. Мы знали, что мы это должны. То есть защитить себя, свою улицу, своего ребенка и так далее. Да, то есть у нас были ценности, которые мы должны были защищать. Можно ли сказать, скажите, Михаил Иванович... Секунду, мысль. И вот эту вот неделю-две, которые вот мы были вот в такой неспокойной остановке, и вот Бог что сделал? Он взял и развернул все это в Приднестровье, зная, что в Приднестровье стоят российские войска, зная, что есть там огромная мощь и сила. Бог это взял и развернул туда. То есть вы считаете, что это Божий промысел. Я бы хотела вот в другое совершенно русло, вот от Бога, что называется, этой темы. А вот ленинская идеология, вы о ней говорили немножко, да, человек, советских взглядов, да. А вот ленинская идеология по национальному вопросу, и в том числе по вопросу о праве нации на самоопределение, это сыграло свою роль?
Сказалась ли эта идеология? В некоторой степени, но не в большей. Мгм. Ну, будет она влиять на мое решение о создании Гагаузии или не будет, я тогда об этом не думал. Я знал, что нужно создать. Вот это вот, чтобы сохранился наш гагаузский А чтобы народ. сохранился гагаузский народ, безусловно, начинается все с языка, с культуры, с традиций, с обычаев. Вы намеренно говорили на гагаузском языке в семье, в доме, в среде общения, на работе? Нет, Вы об этом не задумывались, наверное. нет. То есть в разных местах я говорил по-разному. И по-гагаузски, и по-русски. То есть для меня вот эти два языка стали родными. Ну, мы билингвы, по сути дела, да? Мы, Да, как да. только рождаемся, мы говорим сразу на Да. обоих языках. То Наденьте есть- наушники, мы продолжим наш разговор. Здравствуйте. Здравствуйте, Кангас, Статов Кирилл Кириллович, есть такой. Слушаем вас, Кирилл Кириллович, Здравствуйте. Значит, я одобряю тех людей и жителей, живущих на территории автономии. Многие дают знать, что создали автономию Гагаузии. И был создан благодаря многим жителям Гагаузии. Это потому, что в гагаузов нету страны. И с поддержкой ряд стран автономии создана. И вопрос у меня. Но как так получается, что Гагаузия относится к тюркоязычным? У тюркоязычных женщины не управляют. Почему аксакалы поддержали и нарушили династию гагаузов, тюркоязычных населению? И второе. Вот Михаил Кендигелян призывает аксакалов, Василий Романович, как он является на сегодняшний день председателем Совета старейшин, с призывом, чтобы обратился ряд государств о помощи финансам, гуманитарной финансовой помощи выдали. Он высказал те страны, которые являются тюркоязычными. А если они спросят, почему вы, гагаузы, бьете грудь, что вы тюркоязычные, и нарушили династию тюркоязычных, и избрали женщину, а теперь обнищившиеся гагаузы просят гуманитарную помощь. Если сможете, ответьте. Если нет, спасибо. Спасибо, Кирилл Кириллович, Спасибо за за столь... вопрос. Я попытаюсь ответить на ваш вопрос. У нас, наверное, к радости, у нас светское государство. В Молдове, естественно, и Гагаузия тоже светское государство. И в этом плане, хочу сказать, что в истории, в тюркской истории была такая женщина Роксолана, от которого политика Турции очень много зависела. Поэтому женщины всегда во всех странах играют очень огромную роль. Могу вам напомнить, вы, конечно, я как понял, человек взрослый, жену Михаила Сергеевича Горбачева, она тоже немалую роль сыграла. Я не хочу сейчас говорить хорошую или плохую роль, но женщины всегда играют роль. Поэтому то, что избралась женщина, я не вижу в этом ничего плохого. Мы должны судить по поступкам, а не по типу человека, мужчина или женщина. Спасибо, Михаил Иванович. Я бы хотела сказать, что эти примеры, которые вы привели, женщина на вторых ролях, что называется, да, это жены руководителей государств и тому подобных государственных формирований. Но относительно женщин-лидеров тюркскоязычных стран, безусловно, они и сегодня есть, и не только Гагаузия, которая находится в составе
Молдавской Республики у нас есть хорошие, добрые примеры и в тюркоязычных странах, конечно, тоже. Ну а мы продолжаем наш диалог. Сегодня у нас Михаил Кавыржик, ветеран создания гагаузской автономии. Михаил Иванович, мы говорили о ваших контактах с людьми, которые разделяют вашу точку зрения, которые вселили в вас вот эту вот идею создания гагаузской автономии. Но, судя по всему, мы об этом поговорим несколько позже, потому как у нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Алло, это снова Кирилл. Да, Кирилл Кириллович, продолжайте. Я хочу напомнить вот этому человеку, вот мне без 2 минут 70 лет, я не вчерашний. И он дай Бог вам здоровья. Не к лицу, встань и уйди оттуда. Ты приводишь мне вот эту идиотку, которая сдохла и разрушила Советский Союз. Ты ее примером приказываешь. А где твоя турецкая вот эта премьер-министр? Сколько она была премьер-министром? И что она хорошего сделала? Назови мне нашу Башкана, что построила? Что продала Кангасскую больницу половину? Кирилл Назови. Кириллович, пожалуйста, Ты говоришь мне, уйди оттуда. Кирилл Кириллович, если вы внимательно слушали, я сказал, что какой пример, это уже другой разговор. Спасибо. Кирилл Кириллович, не надо столь нервничать, абсолютно не стоит того. Мы говорим сегодня о том, как становилась гагаузская автономия. Скажите, Михаил Иванович, кто был вашим единомышленником, кто был вашим тогда соратником, ну, кроме тех ребят из Чедерлунги, о которых вы говорили? Как вы контактировали с коллегами из других населенных пунктов и координировали свои действия? Ну, помимо Милет Санчсы, у нас в городе было еще одно движение. Это Берлик Единства. Это были более взрослые наши товарищи. Мы очень часто проводили собрания и вместе. Как отдельно мы свое собрание проводили, так и вместе с Берлик Единством мы проводили свои собрания. Конечно, у них были контакты. У нас было с молодежью контакты с разных районов и сел, а у них, так как они взрослые, были контакты со взрослыми. То есть, поэтому мы знали, как живет Гагаузия. И мы были в гуще и в курсе всех событий, что творилось. То есть устраивали митинги, сходы граждан, как участвовали в них, так и устраивали. То есть была проведена огромная работа. Скажите, коль Кирилл Кириллович заговорил о женщинах, а женщины были вот в этом вашем круге? В Чедерлунге я назову очень активную женщину. Это ныне покойная Бакаева Зинаида Николаевна. И муж ее уже ныне покойный Бакаев Илья Никонорович. Вот она была, мне кажется, она вообще не спала. Потому что и она могла в любое время дня и ночи позвонить. Ну, тогда телефонов таких мобильных не было, но на домашний телефон. И мы часами сидели, обсуждали все события, что происходит, и как мы должны поступать, что мы должны делать, куда мы должны поехать. Этот человек был очень активный. Поэтому женщины были, и они тоже очень много несли в созданию Гагаузии. Поэтому то, что Кирилл Кириллович говорит, ну, есть и хорошие примеры. Но мы вернемся к событиям 32-летней давности. Это 19 августа, провозглашение Гагаузской республики. Каким вам запомнился этот день и вот несколько дней, которые были перед этим? События 32-летней давности. Ну, а я опять напомню Доброва. Может, ну, мое мнение, к этой дате, как генератор идей Добров, он подводил к этой дате. То есть объезжал все населенные пункты, в том числе и Чедерлунгу? Нет, не то, что он объезжал.
Но мы общались, но он подводил к этой дате своей неугомонностью, даже могу сказать. И был создан съезд депутатов всех уровней 19 августа. Вы принимали в нем участие? Да, мы принимали в этом участие. И когда, мы молодые, тогда, наверное, конечно, мы не учились политике, ни в школах, ни в институтах, политику, как таковую политику не преподавали нам. Это отдельно специальные вузы были. И поэтому мы, молодые, не всегда понимали эту политику. Михаил Иванович, будьте добры, это сделать надо было раньше. И поэтому вот он тогда подвел к этой дате о провозглашении. И когда Киндигелян, по-моему, Киндигелян провозгласил, это было что-то невообразимо. И смех, и радость, и слезы, и, в общем, все были очень возбуждены. То есть была какая-то эйфория. Это тяжело объяснить словами. Это вот, находясь там, вот, какая-то теплая волна накрыла. Весь зал. Зал был битком набит людьми. Еще площадь тоже полная была. В общем, все были очень рады. Не все понимали, какие трудности ждет Гагаузию дальше, но никто не думал об этих трудностях. Все знали и надеялись, что все будет хорошо. В принципе, так оно и было. Было хорошо. А считаете ли вы, что сегодня вот та информация, которая есть, которая, что называется, как становилась, как создавалась гагаузская автономия, она доступна? Что мы еще не знаем, чего не знают в обществе еще? Об этом мы поговорим позже. У нас есть звонок. Вы пока наденьте наушники. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, будьте добры. Я с Чедерлунги. Слушаю вас. Вера меня зовут. Я хочу спросить. Вот они все говорят, что вот Гагаузия. Вот в чем они помогают Гагаузиям? А рвут свои жопы. Я вас очень попросила бы, Вера из Чедерлунги, быть корректными. Но так как есть такие моменты уже произошли, мы вынуждены были прервать звонок, Вера. Уж простите, следовало вам быть более корректными, если вы в прямом эфире. Я еще раз призываю всех вас, дорогие слушатели и зрители, если вам удается дозвониться до нас, пожалуйста, проявляйте корректность по отношению к тем людям, которые у нас в студии, по отношению к тем людям, кто вас слушает и кто вас видит. Мы в прямом эфире. Итак, продолжим. Михаил Иванович, считаете ли вы, что сегодня вся информация доступна или есть некие моменты, которые еще мы не знаем? Для этого, наверное, не для эфира, наверное, может, не для эфира. Есть моменты предательства, есть, скажем, черная полоса становления Гагаузии, есть моменты, с которыми тяжело всегда ли мы об должны этом знать сказать. о розовых, что называется? Если есть черные, мы должны знать если есть белые полосы, мы должны знать и вот эти вот Конечно, негативные моменты. я всегда за это. Потому что они параллельно шли. Но я думаю, что накануне такого большого праздника Будем говорить о хорошем, да, о хорошем. О негативе мы можем другую передачу сделать. И я могу рассказать открыто все. Потому что я участник этих событий. Есть ребята, которые подтвердят мои слова. То есть А мы поговорим. скелеты есть. Но для начала мы примем еще один телефонный звонок. Еще раз хочу предупредить, что о корректности. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Иван Николаевич Бессараб, Кангас. Слушаем вас, Иван Николаевич. Добрый день, Михаил. Добрый день, Катя. Добрый день, Добрый Иван. день, вся Гагаузия. Катя, разрешите через ваше телевидение еще раз поздравить всех ветеранов восстановления Гагаузской республики и последующему автономию. И напомнить нашему селу Кангас, что у нас 19 числа будет 2 автобуса, которые направиться в Камрад для празднования нашего праздника. Это первое, то, что хочу сказать. Второе, немножко хочу, вы здесь говорили, женщина должна быть или не должна. Я постараюсь чуть-чуть коротко. Пожалуйста, будьте, Иван Николаевич, добры. Всегда в нашей жизни мы без женщин никуда, как и вы без нас. Женщина имеется в виду, да? Но в Гагаузии есть такая поговорка. В каком доме женщина руководит при живом муже, там петух не поет. Значит, всегда, если умная женщина, она всегда превыше поставит своего мужа. И так будет крутить, что муж будет всегда делать правильные вещи. А для нас, гагаузов, которые здесь сегодня кричали, что «а вот мы выбрали женщину». Когда женщина ведет подводу? Если муж пьяный, если муж умер, и если мужа совсем нету. Так что сегодня то, что мы ругаем, то, что женщина у руля, никто не виноват, а мы сами. Если наши женщины на нас не могут полагаться, то берут борозду управления в свои руки. А всех дальше поздравляю с Михаилом. Вас всех восстановлений, всех дальше продолжайте митинговать. Меня пока исключили, я пока не могу, жду своего часа. Спасибо, Иван Николаевич. Спасибо, что вы с ГРТ. И действительно нельзя не присоединиться к поздравлениям, которые адресовал Иван Николаевич всем тем людям, которые стояли у истоков создания гагаузской автономии. А мы продолжаем наш диалог относительно тех моментов, которые еще сегодня не ясны, недоступны для рядовых жителей, для нас, сегодняшних жителей гагаузской автономии. Почему вы считаете, Михаил Иванович, что сегодня это не тема для беседы? Я уже Лишь сказал, потому, что это праздник будет у нас. Накануне праздник. Я уже и до этого говорил. Ну, мы гагаузы без эсаплыс. А так как праздник, без эсаплыс. И не будем портить никому вот настроение. Что называется, культурно перейдем в другое русло. Культура всегда являлась неким таким посредником продвижения к миру. Конечно. Вот тогда как культура выстраивалась, гагаузская? Как вы ее она не выстраивалась. Она была. Но вот как вы ее использовали? И считаете ли вы, что сегодня уровень культуры гагаузской, он вырос в разы? Не могу согласиться, что он вырос в разы. Видя то отношение ко взрослому, видя то отношение к родителям. Это уже ценности, вы говорите, да? Это и культура. Это и культура. То есть меня мать учила, айып, это позор, не делай так. Ты что делаешь? Это позор. Это культура была. Ценности, да, но это ценности культуры. Поэтому сегодня, когда я вижу, что некоторые позволяют себе не всегда корректно даже к своим родителям, и насколько их вина этих детей, которые так относятся к своим родителям, я не знаю, может, эти родители так воспитали их. Но у нас, у гагаузов, в этой культуре, оно всегда почтение взрослым, оно всегда было присуще. И сегодня немножко, я думаю, что наша культура хромает. Хотелось бы... Вы считаете, что она хромает? Хотелось бы, чтобы она была на высоте. Мы еще поговорим. Михаил Иванович, наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте. 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 Представьтесь, будьте добры.
Чадрунга, Карадинар Владимир. Слушаем вас, Владимир. Я слушаю это по радио, и как и Кириллович винит Михаила Ивановича. Ну вот это легко, да, это винить одного человека, что он это виноват, Гагаузы виноваты. Ладно, первый срок виноваты, а второй срок это зачем избрали? Нет, это совсем другая тема. Я это о чем хочу сказать. Сейчас от многих слышу, что автономия наша разваливается, что мы не состоялись как автономия. Это говорят только те люди, которые не хотят взвалить на свои плечи ответственность за настоящее и будущее Гагаузия. Это те, которые считают себя здесь всего лишь квартирантами, чужими людьми. Надо извлекать уроки из прошлого, чтобы идти уже без этих ошибок в будущее. Потому что процесс становления автономии это не одного дня дело, это годы, это И десятилетия. десятилетия. И поэтому все время надо развиваться, совершенствоваться, и все время работать с народом, объяснять, просвещать. Только так. И легких путей нет в становлении. А винить в том, что избрали женщину, подождите, у нас есть и другие женщины, и Маруневич, и Жекова Екатерина Федоровна, и Карамита Елена Федоровна. Так что это вообще даже не к месту. И тем более оскорбление на всю Гагаузию, человека, который стоял у истока, это я точно знаю. И я благодарен то, что у них есть возможность и у Михаила Ивановича, и Леонида Федоровича со мной общаться. Так что это истинные патриоты Гагаузии. Спасибо, Владимир. Почаще их надо вызывать То есть на радио и на телевидении. вы согласитесь Удачи с тем, вам. что Михаил Иванович несколько скромен? И я хотел, прежде всего, конечно, поблагодарить вас, Екатерина, за приглашение Михаила Ивановича на телевидение. Я иногда удивлялся, а почему его вообще на ГРТ? Вот и у нас сегодня случилось теперь первое знакомство. Вот это упущение Спасибо. вы восстановили. И почаще вызывайте на телевидение, и пускай рассказывают все, как оно было. Потому Спасибо. что сейчас Спасибо, Владимир. история Гагаузии делают, знаете, несуразно. Я верю Доброву, верю Ковыржаку Михаилу Ивановичу и тем, кто действительно стоял у истоков становления. Всего хорошего. Спасибо. А кому-то провозглашение Гагаузской республики действительно окажется не столь значительным событием, Михаил Иванович, но перевернута важная история, важная страница, история нашей Гагаузии. С какими чувствами вы встречаете 32-ю годовщину провозглашения Гагаузской республики? Несмотря на те минусы, которые есть, я рад, что сегодня те, кто в школу идет, они знают, что есть Гагаузия. Те, кто в садик идет, они знают, что есть Гагаузия. Может, не в той степени, в которой хотелось бы, чтобы доносили до них, но в какой-то степени эти дети знают. То есть они живут в Гагаузии, они знают, что живут в Гагаузии. Другой вопрос, в какой Гагаузии? Это отдельная тема. Поэтому я думаю, что все, что было сделано теми людьми, сегодня очень много покойных ветеранов, которых сегодня с нами нет. Как говорят, герои не умирают, они уходят. И я считаю, что это правильно. Они ушли, но мы знаем, что они с нами. Поэтому я думаю, что как бы сложно сегодня не было, как для Гагаузии, как для всей Молдовы нашей, мы должны радоваться, гордиться, что у нас есть государственность, которая готова принять любого гагауза, когда ему будет тяжело, где-либо, который живет не в Гагаузии. И я думаю, Гагаузия примет гагауза, так же, как и принимала беженцев с Украины. Поэтому я шасен Гагаузия. Скажите, Михаил Иванович,
Как долго будет продолжаться борьба гагаузского народа за свои права, за свои компетенции? Неужто покой лишь только снится? Она будет продолжаться до тех пор, пока власти Молдовы не поймут, что мы живем в единой стране, что мы народ, что в Молдове есть автономия. Мы согласились на автономию только ради того, чтобы не раздирать Молдову по частям. Вот правительство Молдовы должно вот это понять. И когда это поймет, те правители, которые будут во главе государства Молдова, когда они это поймут, я думаю, вот тогда у нас не будет никакой борьбы. Нам незачем будет бороться. То есть все, что положено для автономии, это оно будет. И мы будем только жить, работать, улыбаться, радоваться, растить детей, рожать детей, играть свадьбы. Я надеюсь, это время наступит. В истории всегда приходят умные правители в какой-то отрезок времени. Сумасброды тоже бывают в истории. У каждого народа. Но, видимо, от Бога так, что в какой-то момент истории рождается тот истинный лидер этого народа, и благодаря ему все вокруг хорошо. 32 года, ну даже можно сказать и больше. Это много или мало для того, чтобы... Нет, это 32 секунды. Это 32 секунды. Сегодня вот я смотрю на наших депутатов, некоторые уже вышли из шортиков, бегают в штанишках, а некоторые еще в шортиках. Они в песочнице еще играются. Поэтому Гагаузия растет. А вместе с возрастом Гагаузии, я надеюсь, будут расти и наши политики, которые не только вот думать про власть, а именно о той политике проводить, ту политику, которая нужна для народа Гагаузии. У нас есть еще один звонок, и это будет, возможно, заключительный звонок. Здравствуйте. Добрый день. Пожалуйста, Здравствуйте. представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните. Здравствуйте. Я с Камрата звоню. Анастасия Харлампьевна, Слушаем, Конякина. слушаем вас, Анастасия Знаете, я Харлампьевна. вот слушаю. Очень обидно, что вот мы старались о Гагаузии. Митинги бывают. И насчет газа, насчет света. А нам ничего не помогает. Мне 83 года. Я работала 34 года в одном месте, ветеран труда. И вышла 61 лет. И до сих пор мне вот 2 раза добавили это самое, и я получаю сейчас 2400. А как мне платить? Я одна живу. Вот это услуги. Я вот насчет этого, я очень хочу, чтобы наш президент, чтобы думала и этот, чтобы все было хорошо нам, пенсионерам. Мы работали, и в колхозе работала трудодни, картошечку меленькую кушала, траву кушала, голодовку, войну увидела. Мне 4 года, я с 39-19 декабря, я войну пережила, и сейчас еще война вот в России. Русские нас помогли, не румыны, а русские, Россия помог нам. Спасибо, Вот Анастасия Харлампьевна. Спасибо. Так, передайте Санду. Спасибо за вашу точку зрения. Мы очень верим в то, что действительно положение у людей изменится, экономическое положение, и эта пенсия мизерная, она будет также повышена. Не только у Анастасии Харлампьевны, у всех тех, кто сегодня оказался в такой нелегкой ситуации.
Михаил Иванович, есть что добавить? Ну, пользуясь случаем, я бы хотел поздравить как студию, как Камрад, Чадырлунгу, Вулканешт, весь народ Гагаузии, поздравить с наступающим праздником 19 августа, пожелать терпения, веры, и чтоб вот женщина, чтоб наши правители не видели слез вот таких вот наших женщин. Вот они об этом должны думать. И не только И- женщины, и у мужчин тоже Конечно, слезы конечно. И наши появляются. депутаты, вместо того, чтобы выяснять какие-то отношения, кто главный, вот они должны услышать вот таких вот старых людей, которые пережили войну, голодовку, и призадуматься, что каждый из них лично делает, чтобы этому человеку было хорошо. Потому что они с такой программой пришли во власть. Поэтому еще раз я хочу всех поздравить, всем радости, добра, здоровья, улыбок, несмотря ни на что. Спасибо. Яша сын. Яша сын Гагаузия. Михаил Иванович, спасибо большое, что приняли наше приглашение. Вам и спасибо. спасибо нашим слушателям и зрителям Вам спасибо. за то, что были с нами, за то, что выражали свою позицию относительно сегодняшней темы и относительно той ситуации, в которой мы сегодня живем. Всем добра. Программа завершена. Всего доброго. До новых встреч.